Из Enterprise на этом видео я хотел бы поговорить о мотивации к изучению хакасского языка. Мне кажется, об этом следует нам как-то высказаться, да, об этом явлении. Ситуация следующая. Как поступают многие в изучении хакасского языка? Ну, как мне кажется. Многие приходят к курсу изучения языка из бытовой ситуации. Это вполне естественно, на самом деле. Мне кажется, может быть, так и должно быть с первичной мотивацией. Ну, к примеру, говорят, что вот я не понимаю, вот что говорят окружающие, вот они разговаривают на хакасском языке, и я не понимаю, о чем они говорят, и я вот хочу выучить хакасский язык. Эта первичная мотивация, она на самом деле, мне кажется, важна, но я хочу проговорить другую мотивационную составляющую, которая она на первый взгляд не сразу проявляется, и она не всеми, возможно, осознается, но имеет более глубинное значение в понимании вообще языка, о смысле языка. Я тут хочу проговорить про ценности. Конечно, вот бытовой уровень понимания языка, да, вот я не понимаю, о чем они там говорят, а я хотел бы понимать их. Это первый уровень. И второй уровень, это более развитый уровень. Я называю этот уровень интеллектуальный уровень языка, ценностный уровень языка и человеческий уровень языка. Дело в том, что все живые существа или многие живые существа, возьмем обезьян, наших ближайших родственников, они тоже говорят на каких-то языках с помощью сигналов, речевых сигналов. Конечно, количество этих сигналов ограничено теми потребностями, в которых они живут, природой. Да. Это явление выживания, да, это опасность, да, крики, предупреждение опасности и всего того. Там, в принципе, достаточно небольшого количества сигнальных знаков, смыслов, да. С человеком немного по-другому. У нас это тоже присутствует, да. То есть понимание, вот, ага, надо это сделать, мы должны покушать. Килязрнарва, иди кушать, да. И пошли туда-то, да, парам туда, парам сюда, парам и третье, десятое. Иначе говоря, первичный уровень языка, общение и базовые действия, он, конечно, нужен, естественно, да, все на этом зиждется, потому что мы люди природы, да, мы биологические существа. Но есть еще интеллектуальный уровень. Вот я хотел бы поговорить вот именно об этой составляющей. Интеллектуальный уровень языка, он превышает уровень обычного бытового явления. Что есть, как проявляется этот уровень, интеллектуальный уровень? В дописьменную эпоху, когда не было письма, это явление проявляется в народном фольклоре. Ну, например, это пословицы, поговорки, самый первичный уровень эстетики, интеллекта человека, да, явление красоты. А что такое интеллект? Это явление красоты. Мы об этом как-то говорим, да, понимаем, о, это красиво. Допустим, наши ощущения мы стараемся передать словом. И именно передача красоты окружающего мира с помощью красивых слов, не просто слов, а красивых, хорошо упорядоченной структуре речи, вот это и есть интеллект. И, конечно, это народный фольклор, еще раз говорю, это пословица, поговорка. Это первичный уровень интеллекта человека. Дальше что? А дальше тахпахи. Это уже песенная форма. Мы поем. То есть наш интеллектуальный аппарат развивается еще больше. И самый высокий уровень в дописьменную эпоху, подчеркиваю еще раз, в дописьменную эпоху это блины. В хакасском языке это богатырские сказания или алптынамах. Это самый высокий уровень интеллекта в дописьменную эпоху. Это ценности человеческие. Бытовой уровень, он предполагает наличие слов, ну, допустим, там хватит 1,5-2
2500 слов для бытового общения такого количества слов достаточно. Для интеллектуально развитого человека там уже 7, 9 и дальше количество слов нужно. Для сказывания богатырского сказания там нужен на порядок больше слов, да. И тот человек, который умеет сказывать богатырские сказания, это другой уровень человека. Примата, скажем так, да, мы приматы. Совершенно другой. И, конечно, основная базовая мотивация, как я для себя лично выстраиваю, это понимание самого высокого уровня интеллекта именно человека. А что может хакасский язык в части интеллекта? Какие есть ценности на данный момент времени? Какова ценность хакасского языка наряду с другими мировыми языками? Подчеркиваю, развитыми мировыми языками. Каковы наши фундаментальные ценности? Это, конечно же, богатырские сказания. Конечно, каждый народ обладает подобным фольклором, но тем не менее каждый этнос по-своему подчеркивает это явление. Есть свои неповторяемые элементы. Ну, допустим, хакасское богатырское сказание наверняка отличается от эстетики русской былины. Наверняка хакасские алпиномахи каким-то образом отличаются, допустим, от того же киргизского манаса, да, или других сказаний народов Востока, любого Востока, возьмем широкий ареал, да. Иначе говоря, наши богатырские сказания, они достойны внимания на мировом уровне, не умаляя ничего в любой конструкции. Богатырские сказания – это высочайший уровень развития интеллекта человека в дописьменную эпоху, подчеркиваю еще раз, дописьменную эпоху. Вот базовая мотивация, допустим, да, и мы, конечно, должны задаться вопросом, кроме того, что я должен понимать хакасский язык, да, ну, говорящего рядом человека, о чем они там говорят интересного, да, про какие бытовые ситуации там, вот они проговаривают. Конечно, мы должны понять и эстетику хакасского языка, это богатырское сказание, еще раз подчеркиваю, самый высокий уровень. Но это мы, к богатырскому сказанию мы должны идти через пословицы и поговорки, самые первичный базовый уровень красоты речи, пословицы, поговорки. А теперь и дальше. Теперь наступает письменная эпоха. Но что такое письменная эпоха? Это передача информации с помощью знаков. Письменная эпоха, она имеет разные уровни развития. Это камень, в первую очередь. И дальше другие приспособления и бумага. Да. Вот мы сейчас находимся в бумажной эпохе. И третье – компьютеры. Компьютеры это новые технологии. Это уже не бумажные технологии. Вот смотрите, что мы имеем теперь в фиксации информации. Мы имеем каменную эпоху, да, твердые такие носители, да. Бумажную эпоху, это уже мягкие носители, да, и распространяемые, легко распространяемые носители, и компьютерные технологии, моментальное распространение информации, причем говорящая информация, живой видеоинформация. Бумага этими свойствами не обладает. Камень то же самое. И вот, а что в эти эпохи, какие письменные наработки есть в хакасском языке? Конечно, надо сразу обратить внимание, что раннее письмо наших предков появилось какое-то количество тысяч лет назад. Это наши руны. И когда мы изучаем хакасский язык, мы напрямую связаны с этой древней письменной культурой рун. Мы их потомки, прямые потомки. И как в биологическом смысле, так и в духовном смысле. Мы потомки той культуры. И, конечно, следует задаться вопросом, а что писали раньше наши предки? Каким письмом они писали? Каким начертанием они делали? Какие слова там были использованы? Какая речь была? Как они говорили? Какова была их культура? И мы можем понять это только через
те памятники, которые у нас остались. Зная хакасский язык, это понять намного проще. Не зная хакасского языка, вообще не зная тюркских языков, да, это понять никак нельзя. Но это есть. Вот это следующий, вот в письменную эпоху у нас есть следующие памятники, которые у нас остались. Их называется еще архон-енисейская письменность. Это так называется. В наших музеях это есть. И теперь вы представьте, вы знаете хакасский язык. Вы приходите в музей и можете понять и прочитать эти начертания с помощью хакасского языка. Очень доступно. Вам информация будет доступна. Не зная хакасского языка, у вас доступа к этой информации не будет. А теперь посмотрим, что есть в нашу бумажную эпоху. По сути, хакасский язык имеет уже 100 лет. Относительно вообще это недолго, на самом деле, да, очень короткий период бумажной эпохи. Но что есть? Есть хакасская литература, есть крупные формы. Их буквально единица. Есть романы, да, и даже есть роман в стихах. И причем не один, а 2 романа в стихах у нас на хакасском языке написанных. У нас писатели есть, да, Михаил Еремеевич, давайте ранних будем назвать ранних писателей, Василий Кобяков, поэты, Стопанов писали стихи, допустим, да, там Николай Георгиевич Доможаков, Николай Еремеевич Кельчаков, Каркей Нербашев, Халаров Андрей, я сейчас многих могу даже упустить, Валерий Майнашев, Валентина Татарова, там, Валентина Гавриловна Шулбаева. В общем, плеяда этих писателей, вот, довоенная плеяда, послевоенная плеяда и современная плеяда. И вот что наработано в хакасском языке? Достаточно хороший литературный язык. И почему говорю достаточно хороший? Он не хуже, я не скажу, конечно, не буду говорить о том, что хакасская литература дала там гениальных писателей. Талантливые писатели есть. Николай Георгиевич Доможаков. Его роман «Эрхалда», я считаю, что это хороший образец хакасского языка, хакасской культуры. При том, что при первом чтении там вот при первом чтении многим кажется, что там роман слишком идеологизирован. На самом деле, действительно, да, роман идеологизирован. Имеется в виду, вот, там прописаны идеологические стандарты коммунизма. Но там очень живой хакасский язык. Язык не идеологизирован. Ну, имеется в виду вот ценности языка, они даже в этом идеологическом произведении, допустим, восхваление советского общества, предположим, да, восхваление идей коммунизма. Но это восхваление идет через описание бытовой жизни хакасов. Там, да, о баях пишется, в общем, ну, типа, вот они не совсем хорошие, да, типа. Но описание их жизни идет живым хакасским языком, и идет живое бытовое описание хакасского народа. Это сочный, богатый язык. Сочный, богатый язык. И каждый писатель, он развивал язык, вот, свойства письменной речи, они дали хорошие образцы. Они не стали предметом изучения и предметом внимания других народов, не потому, что они плохо написаны, хакасские произведения, а потому, что у нас мало специалистов, которые грамотно умеют интерпретировать достижения художественной речи. Проблема в этом, а не в самих произведениях. К примеру, я скажу, что роман в стихах «Там Саулбананда Тугазы», роман Моисея Романовича Баинова, это высочайший уровень исполнения стиха. Моисей Баинов, он стоит на уровне таких мировых поэтов, как я сейчас перечислю: Гомер, Вергилий, Данте, Пушкин, Шекспир, возьмем Среднюю Азию, Фердауси, Наваи, Джами, там много, да, этих авторов. И вот Моисей Баинов – это такого уровня человек по исполнению эстетики хакасского стиха.
нисколько не меньше. Следующий вопрос, что многие об этом не знают. Почему? Потому что не знают хакасского языка или знают хакасский язык на бытовом уровне. Дальше эти люди не поднялись. Если человек осваивает язык только на бытовом уровне, и ему дать адекватную оценку работы Моисея Романовича Баянова почти невозможно. Почему? Интеллект не развит. Не развит он. Интеллект, языковой интеллект, его нужно развивать. Он в языковом смысле он развивается бесконечно. То есть там нет конца развития. Вот что такое Моисей Романович Баянов. У него есть поэмы, роман в стихах, я сказал. У него есть интерпретации, переводы на хакасский язык древних текстов наших предков. Далее. А что если хакасский язык отработал еще современные технологии, я имею в виду компьютеры? Вот подумайте, да? История развития человечества, культурная история развития человечества, в смысле передачи информации, прошла вот каменную эпоху, да, то есть в камне записывали тексты, потом в более легкие носители, это бумага, да, и компьютерные носители, теперь вот компьютерные технологии. А что если хакасы уже написали новый совершенно роман на хакасском языке, называется он медиароман. Для компьютерной технологии, для новой эпохи, не для бумажной, а отработана система именно компьютерных технологий. И написано 5000 строк на хакасском языке, и этот медиароман называется «Хантигр Кимезе», по-русски «Ковчег Тенгри». И о чем этот роман? Роман о смысле и явлении и значении интеллекта и законах космоса. В этом романе разбирается, роман сам написан в стиле научного трактата, туда вкраплен идея, форма научного трактата, бейтами называется, или двустрочными стихами, и плюс свободная форма стиха, 5000 строк. И в этот компонент романа включены аудио и видеокомпоненты, то есть отработаны компьютерные технологии. И у нас такой роман на хакасском языке есть. 5000 строк, он исполнен. И это ценности современного хакасского языка. Хакасский язык развивается. И чтобы дать правильную и адекватную оценку развитости хакасской речи, хакасского языка, конечно, нужно иметь уровень развития не бытового хакасского языка и не только бытового хакасского языка. Бытовой уровень – это первоначальный уровень, это фундаментальная база. Но дальше есть еще уровень развития языка, письменный уровень развития языка. И хакасский язык здесь выглядит довольно неплохо. За 100 лет развития он выглядит довольно-таки неплохо. Я бы даже сказал, чтобы на мировом уровне он выглядит достойно. Хакасский язык выглядит достойно. Следующий вопрос, что у нас мало интерпретаторов, умеющих подать эти смыслы. А что есть в хакасской литературе? Каковы смыслы базовые? У нас очень мало специалистов по развитому интеллекту хакасского языка. Это проблема на самом деле. Поэтому я занимаюсь преподаванием хакасского языка и привлекаю внимание людей к хакасскому языку именно ко второй части явления. Хакасский язык – это развитый интеллектуальный язык. Еще раз повторяю, хакасский язык – это развитый интеллектуальный язык. Он имеет все возможности для дальнейшего воплощения любых других идей, как в части науки, так и в части художественного языка. И если вы будете изучать хакасский язык, вы не потеряете время зря на самом деле. И если вы правильно примените свои возможности и способности, вы получите очень большие, огромные преференции, которых даже, возможно, нет в других языках. Например, я до сих пор еще не знаю в ареале, допустим, тюркской культуры, чтобы какая-нибудь работа была бы оценена на уровне, или хотя бы исполнена, я еще про оценки не говорю, про исполненность, чтобы кто-нибудь написал бы медиароман в стихах
на каком-нибудь из тюркских языков. Пока этого явления я не знаю. Возможно, они есть, возможно, просто у меня нет этой информации, но пока многие работают в системе бумажной эпохи. В компьютерных технологиях медиароманов пока еще я не знаю. А в хакасском языке это уже есть. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Том с мотивацией того, каким образом помышлять о речи, да, к изучению хакасского языка. То есть нужно продумать мотивацию не только на разговорном уровне, что я вот не понимаю хакасскую речь, что это такое, а нужно подумать о том, что каковы возможности вообще хакасского языка, что есть на самом деле в хакасской речи, чтобы я не просто вот потратил время на понимание бытовой речи, да, а на что-то еще большее. Вот основная моя мотивация в записи вот этого видео.